мировой арене, ну и, конечно, тех задач, которые выполняют вооруженные силы. Это впервые самостоятельная миссия, которую мы будем выполнять на голландских высотах. Состав роты 139 военнослужащих. Причем хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет, только профессиональные военнослужащие, военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения. В первую очередь, это международное законодательство, потому что вы знаете, что вся миротворческая деятельность базируется на требованиях Организации Объединенных Наций. Это очень сложно было. Ровно на 1 год. По-вашему, оснащены ли достаточно вот наши казахстанские? Давайте я до конца доложу о том, что на сегодняшний день все требования по оснащению нашего подразделения выполнены. Это доказано тем, что комиссии международные, приезжавшие и дававшие лицензии, и проверяющие уровень подготовки, оценили на очень высоком уровне. Какая гарантия за безопасность? В первую очередь, миротворцев мы отбираем по моральным, деловым качествам. Например? Состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень личной подготовки как военнослужащего, соответственно, знание языка и восприятие знания законодательства. Скажите, Я бы еще хотел отметить. Вы знаете, что в составе вооруженных сил 4 региональных командования. И теперь направление миротворческих функций – это как одно из поощрений для военнослужащих. Среди 4 региональных командований в течение года проводится отбор, и то региональное командование, которое становится лучшим, то рота комплектуется из состава этого подразделения. Но это, конечно же, и материальная поддержка наших военнослужащих.